Нет! Нет! Что вам угодно? Тут, видите, у меня в спектакле никто не идиот, они все нормальные, хорошие люди, но они не в состоянии поверить. Приходит человек странный, да, и вот говорит, что я хочу. Но они не могут поверить. Не могут. Вот и Антоний как бы творит, видите, из психушки сбегает и делает это. Он же делает это, но ему же спасибо никто не говорит. Мне нужно войти в дом для того, чтобы воскресить мадемуазель Гортензию. Я думаю, самое время говорить на эту тему, потому что мир настолько погрузился в неверие и в невозможность веры вообще в чудо. Мне кажется, что это самая страшная и тяжелая болезнь нынешнего времени. Человек не в состоянии поверить в добро, во что-то хорошее, доброе, в честность, в искренность. Я думаю, что каждый в зале сегодня, и вы тоже, наверное, задумаетесь и в своей жизни подумаете, а поверил бы я, если пришел ко мне человек и просто сказал, на тебе 1 000 000 рублей. Ну, просто потому, что я хочу помочь. Ну, кто бы из нас в это поверил? На контрасте с человеком, со святым Антонием, вот именно поэтому так и у вас и вышло. Поэтому и делали такие несколько изощренные костюмы, может быть, действительно вульгарные немножко. Блестящие немножко ткани, у мужчин фактурные ткани, плотные такие, вот набивные, это жаккардовые там, и у женщин это блэкаут, это вообще обычная портьерная ткань, которая на сцене выглядит очень неплохо. Надо верить в добро, в искренность, в любовь. В чудо. В чудо. В чудо.